Здравствуйте, с новостями радио «Азаттык», в студии Лиза Киненбаева. Во Франции при столкновении автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 42 человека. Еще 5 ранены, сообщают власти французского округа Бордо. Дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от города Либурн в провинции Жиронда, в 60 километрах от города Бордо. Автобус, в салоне которого находились около 50 пассажиров, следовал в провинцию Ланде. Как сообщают местные СМИ, в автобусе ехали в основном пожилые люди. Президент Франции Франсуа Олланд, который находится с визитом в Афинах, заявил, что он глубоко опечален в связи с произошедшей трагедией, добавив, что на месте работают экстренные службы. В Петербурге прошел пикет в память о младенце-мигранте. Пикет провели 3 активистки группы «Права для всех». Сменяя друг друга, они стояли на улице Якубовича у первого отдела полиции по Адмиралтейскому району. Активистки передавали друг другу плакат с кратким рассказом о смерти 5-месячного Умарали Назарова. Его родители, граждане Таджикистана Далер Назаров и Зарина Юнусова, были задержаны 13 октября за нарушение миграционного режима. Мальчика отобрали у матери, а в ночь на 14 октября он умер. Надпись на плакате участниц акции заканчивалась словами «миграционная политика» или «обыкновенный фашизм». Участницы пикета требовали объективного расследования причин изъятия ребенка у матери и его последующей смерти. В СМИ появились сообщения о том, что это дело взял под контроль детский омбудсмен Российской Федерации Павел Астахов. В Тбилиси процесс по делу о возвращении телекомпании «Рустави-2» ее бывшему совладельцу-предпринимателю Кибару Халваши сопровождается акциями протеста. В четверг к зданию суда пришли сотни человек с призывом защитить свободу слова. Тяжба вокруг телеканала началась несколько месяцев назад, когда бывший совладелец телеканала бизнесмен Кибар Халваши обратился в суд, чтобы вернуть долю в компании. Нынешние владельцы «Рустави-2» считают судебный процесс политически мотивированным. Руководство «Рустави-2» обвиняет власти страны в намерении прибрать к рукам оппозиционный телеканал при помощи бывшего совладельца. В то же время на заявление гендиректора отреагировали как правозащитники и журналисты, так и представители всех ветвей власти. В частности, глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что власти страны не вмешиваются в судебный процесс. Следующее заседание суда состоится 26 октября. Центр занятости Астаны провел вторую ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями, в которой приняли участие около 20 компаний. За 3 часа центр посетили более 150 человек. По окончании ярмарки 80 лиц с ограниченными возможностями были приглашены компаниями на собеседование в рабочей обстановке. Основными задачами ярмарки вакансий являются оказание содействия занятости гражданам, предоставление им информации о мерах социальной защиты. Стоит отметить, что в Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано более 600 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. На этом у меня все. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rus.azattyk.kg. Я желаю вам всего хорошего. До свидания.